Не будет война. Конечно, не будет войны. Зачем война? O sözleri, Hoşçakalın efendim. Nasip ola.
А вы откуда, ребят? Я не искал участие. Я не искал участие. Чисто шел по найму. Все остальные. Все по найму, да? А ты кто? Как? Я работал в веках. Откуда ты приехал? Краснодар. Тоже наемник. Сколько времени воевал? Полгода воюет. Я полгода жил, работал в веках, а уже Кем ты работаешь? Я самим работать негде, ты у работать зятя приехал сюда. контамировали. Ты не работать приехал, а воевать приехал. Да, да, да. Гараж сейчас поставь. Вон, это можешь снять, все, пожалуйста. Все. Мотор взорвется. Все. Заряд. Были, за хребта прилетели 8 самолетов, не знаю какой марки, и начали бомбить сначала город, потом аэропорт. Российский самолет. Жертвы есть? Жертв пока, слава богу, нет. Слава Аллаху. Среди нас нет жертв. ГСМ, все самолеты, гараж, объекты гражданские. И все полностью. Да, уничтожено. Так, ребята, Федеральной службы контрразведки от Министерства обороны. Нам была поставлена задача прибыть на базу в районе города Моздок, подготовить технику, в неуказанные сроки совершить марш на территорию Республики Чечня, войти в город Грозный и при поддержке оппозиции взять Белый дом. То есть тем самым свергнуть Была информация, что...
$200 000. Президент России принял, какое заявление сделал, его содержание, там нет основы никакой. Пропаганда, ложь и насилие. Поэтому руководство России непредсказуемо. И ориентироваться на заявление руководителя России в нынешней ситуации совершенно бессмысленное дело. Проститутки я не убегу, я здесь умру, я здесь родился. А второе? Да, разорвали одну женщину, да. Что хотят, что делают,
Руслан Иванович, Всемирные телевизионные новости. Короткое интервью буквально, на 2 минуты, если можно. За этим заявлением, похоже, ничего нет, кроме блефа. Вот, как всегда. Видите, настораживает и то, что давайте будем говорить правду. Кремль вооружал Временный совет, и вдруг в этом заявлении ставится на одну доску Дудаев и Временный совет Автурханова. Разоружайтесь и те, и другие. Ну а зачем же ты вооружал? Кстати, если бы не было вооружения этого Временного совета, если бы сюда не посылались танки, мы бы уже давно другими средствами, теми средствами, о которых говорила вот миротворческая группа, уже бы давно бы смели бы этот режим. Еще один летит, по-моему. يطلق يطلق مش وارك يحتوى الصفوتية طبعا تخافش إذا ريسبوبليكي إشتري подтвердить военные операции عشبوكان اشتري И эта опасность, она существует, что Россия развязывает сейчас гигантскую бойню во всем мире. Вот этого фактора бояться, и этот страх обязательно придет во все дома. Собственно, вот мы смогли двоих привезти. К сожалению, больше не можем, не смогли. Но и этих двоих, и то, в общем-то, с определенными трудностями. Благодаря, в принципе, гуманному жесту президента Дудаева, надо прямо сказать, потому что там Совет Старейшин был против того, чтобы отпускать пленных. Но я надеюсь, что в конечном итоге наша миссия достаточно убедительно показала, что мирным путем переговоров можно достигнуть значительно больше, чем с помощью, пусть с точки зрения формальной и законной, но все-таки силовым путем. Представитель ФСК заключил контракт на подготовку техники и совершения марша и захвата города Грозного. По его словам, было видно, что в городе Грозном мирного населения вообще не осталось. Осталась только кучка войск, которые поддерживали Дудаева. Остальные были все за так называемую оппозицию Временного совета. Денежный возврат. Большой? 6 миллионов. 6 миллионов? Да. Разве? Ну, разве? По окончанию, по выполнению. Операции. Ваши семьи в курсе, что вы... Я сдался сам. Сдал? Да. После того, как подбили там.
В районе телецентра мы 3 экипажами, увидев, что нас подставили, просто нам говорили совсем противоположно. И увидев, что как начали обстреливать, вся эта оппозиция, приданная пехота, начала разбегаться, грабить ближайшие дома. Но мы практически остались одни, 9 человек. Ничего не могли сделать. И решили, пришли к такому мнению, что лучше сдаться. Очевидно, и те лица, как мы, я надеюсь, будем настаивать на этом, кто были ответственны за разработку и принятие подобных решений, как минимум должны уйти в отставку, и против них должно быть начато уголовное дело. Я бы хотела... В этих делах совершенно определенно. А будет пресс-конференция или нет? А будет, Сергей, скажи, а нам ждать еще? Шум-то, да? А? Наше правительство, особенно включая Министерство обороны, министра обороны, не знаю, в курсе он был всего этого или нет, но они заранее нас обрекали на смерть, посылали на смерть. На чеченской земле мы, как захватчики, пришли туда. Сейчас в данный момент мы военнопленные. Россия от нас отказалась, сказала, что таких военнослужащих, что российские военнослужащие в этом не участвуют. Слышь, военный, там же должна была быть активная бронировка. А? Хорошие танки достались. 362. Командир танкового взвода. Ну, какой часть? Курс выстрел, да? Нет, Мирнинская дивизия. Половина. Вообще вот это вот телевидение снимало. Там БТР стоял и Моровёрнич, да. И немного пехоты тут крутилось возле нас. Я запросил Орион, который связь чисто с нашим командой туда. Доложил, что мы где мы находимся, что значит телевидение без боя, все значит в руках оппозиции. Назад шаг. Решение! Сашки, привет! Вот так, цепью. Не будет война. Конечно, не будет войны. Зачем война? Мы пока договорились на мирном решении по военному аспекту. Политическое решение ожидает еще решения высших эшелонов политической власти. Вы хотите встретить с Ельциным? А? Вы хотите встретить с Ельциным? Ну, видите, желание я, может, не испытываю, а необходимость есть.
коридор.